Так, друзья, мы поднялись до той точки, где Марат копает. Вот это шахта. Шахта, да. Они вот, Марат говорит, что погружаясь в глубину вот сюда, они должны дойти до этого места. Пустотное помещение, короче. Какое-то помещение должно быть. Ну, трюмы, не трюмы, там вот это. Нет, там, это если ковчег был трехэтажный, значит там были помещения, да, разные, да. Для разных нужд. Соответственно, они пытаются докопаться именно до этого помещения. По-моему, мне сказали, что 40 метров они глубину пошли вниз. Тут глобальная, конечно, произведена. Сам тоннель до определенного метра вниз, потом чуть от этого метров 10 или 15, сказали мне, вот точно сейчас не помню. Потом горизонтально туда. Тут мотор, обычно зажигают мотор, и они, там освещение бывает. Пока что мотор не работает. Если хочешь, там мы можем спуститься, фонари включить. Сейчас у меня включается, наверное, только через выключение. Сейчас попробую. Так. Хочешь спуститься, да? Да, сейчас, наверное, давай-то тогда. Так, друзья. О, Леонид хочет спуститься вот в пещеру. Сейчас посмотрим. Сейчас попробуем спуститься в пещеру. Давайте, я тоже. Где была пещера-то, вырытая, так сказать, затейником Маратом. Вот. Я тоже сейчас постараюсь включить вспышку и спуститься вслед за Леонидом. Все. Начинаем погружение, да? Я недавно тут был. Так, смотри. Здесь ступеньки, Леонид. Держись за ступеньки и аккуратно спускайся. Так, вниз ногу. Еще. Вот здесь ступеньку, видишь? Вот прямо вот. Все, давай. Спускаемся. Сейчас ты спустишься. А вот эта труба, это порода каким-то образом, да, выходит? Да, это вот самый низ. По этой трубе поднимается ведро. Они там грузят камни, и там в лебедку видел наверху. Они вот по этой трубе внутри. Это вручную практически. Да. Вот смотри, ты на моем канале, наверное, видел, да? Да. Вот этот столб буквально вот недавно был на месте. Он сгнил, упал, видишь? Он сгнил, упал. Вот. Вместо него поставили новое. Нет, этот столб тоже был. Вот видишь гвозди? Да. Вот там это упиралось. Вот этот столб, который лежит, вот там упиралось. Это плесень, это грибок или что-то еще. Это от сырости бывает. Да? Да, но этими спорами, в принципе, дышать, наверное, не безвредно. Вредно, наоборот, вредно. Вот. Переходим в эту сторону трубы. Вот так. Ой. Аккуратно только. Получается? Да. Все, спускайся. О, тут глина. О, смотри, Леонид. Вот тут уже валит, копает новую, новую сторону. То есть Надежде... Это отбойник какой-то? Этот домкрат, я смотрю. Нет, этот лазерный бурение, короче. Ага. Вот. Это они сейчас пытаются в другое направление ветку взять, чтобы попасть вовнутрь, в надежде попасть вовнутрь куда-то.
Да? Вот. Получается, вот это Валя делает. А вот сейчас мы пойдем еще туда, вот сюда. Слушай, вот это пробурено. Сначала отверстие, наверное, не очень широкое, потом расширяется оно как бы. Да. Вот буры тоже, видишь, отбойники Да, тут да, стоят, да, буры стоят. Вот. да уж. Вот теперь идем Теперь вот. горизонтальная шахта. Да, вот это уже начинается, то есть это вертикально получается, да? Да. Это уже горизонтальное. Вот, аккуратно. Вот. Идешь? Да. Вот это Очень здесь. похоже на такую, знаешь, каменоломню, Да. Ибрагим. Вот смотри. Вот оттуда идешь и потом туда лаз. Там уже конец. Хочешь, мы туда залезем, посмотрим. Ну, можно, если пролезем. Пролезем. Ну это пролез, ты свободно пролезешь. Так. Мне трудом это дается. С моими габаритами. Вот. Да, Ибрагим. Марат сюда очень нормально, наверное, лезет. А Валик тем более. Вот здесь конец тоннеля. О, смотри. Вот здесь они бур сделали. Давай, переходи сюда. Первый раз забылись. Да. Слушай, вот это вообще интереснейшая вещь. Вот. Знаешь, Ибрагим, о чем я подумал? Ага. Люди через тысячи лет найдут вот эти отверстия, Ага. и у них будет загадка, что это такое, на такой глубине, откуда оно взялось. Такой ровный круг, Вот да? так, да, вот так рождается история. Вот. Да. И смотри, наверх. Вот про эти стыки, углы, видишь, вот здесь угольник, да? Да. Вот про эти углы, вот они рассказывают нам про это. Вот это как бы смолой сделано это все. Ну, по их словами, да? Да. Ибрагим, знаешь, я что думаю? Вот этот камень отдать химикам, физикам на изучение, сейчас же технологии, и уже Ну. можно будет понять, что это дерево, смола, камень. Ну, тут смотри, Что за порода? смотри, Леонид, тут уже получается, вот это уже спорный момент, понимаешь? Вот одних послушаешь, камень, вот этот камень, порода, забрали на какие-то там исследования, Мгм. и им сказали, что это камень. Мгм. Вот если послушать с другой стороны, Мгм. ну, то есть другую сторону, да, вот сторонников Да. ковчега, имеется в виду этого ковчега, если их послушать, то получается, они говорят, им доказали, что это было деревом, и что это окаменелось, да. Получается, две стороны. Разнотолки, да, Да. что называется. Я не знаю, почему. Короче, промолчу я лучше. А то сторонники этого объекта, называющие ковчегом, меня вот просто сожрут заживо. Так что насчет этого я промолчу. Ну, уже... Брат, и я заступиться не могу, потому что я ничего не знаю. Вот, поэтому Это я же для меня говорю... вот первые шаги, так сказать, в этом направлении. Вот. Ну, смотри, каждый вправе верить в то, что он хочет. Да. Понимаешь? Например, смотри, я вижу вот это все своими глазами. Понимаешь? А некоторые видят это совсем по-другому. Поэтому, чтобы я обвинил людей, что вы неверующие, что вы занимаетесь ерундой, это неправильно будет, понимаешь? Тут к вере отношения не имеет. Вот. Тут чисто научная пока вот Вот. такая. Это сначала надо вот как-то либо подтвердить, либо опровергнуть, а Вот, потом уже... вот я про что говорю. Понимаешь? И с их стороны тоже неправильно, когда, если этот объект они не называют ковчегом,
они называют это предположением, да, вот Да, да, некоторых людей, то получается с их стороны, если они меня называют неверующим, это тоже неправильно. абсолютно Вот. неправильно. Каждый человек вправе верить в то, что он видит. И мыслит как... Тут он- вообще, я считаю, нельзя рассматривать вопрос веры. Это совершенно другая стезя. Это вопрос, так сказать, любознательности, пытливости ума и стремления к достижению истинного вот результата своего вот, труда. вот. Поэтому я надеюсь, что Марат и Валид, смотри, чтобы назвать их командой, у меня как бы не получается. Да, вот 2 человека это уже команда, к примеру, но их мало. Вот сторонники, которые, вот сейчас я скажу, сторонники этого объекта, называющего ковчегом, если бы они были патриотами, или как вы это сказать, истинно верующими в этот объект, Вот это объект. да, они бы пришли бы, копались бы здесь, помогали бы и Валиду, и Марату во всем, да? А Да. у них получается просто по интернету меня хейтит, Ну, это... понимаешь? По интернету меня хейтит, и все. На этом их помощь к Марату Ну, и это такая заканчивается. штука. Всегда в любом моменте, когда есть доля критики, вот только с разных сторон, как говорится, когда смотришь на какую-то вещь, какой-то объект, Да. кто-то утверждает, кто-то критикует. Вот. Вот в критике рождается истина, бывает, такие Вот, моменты вот, еще. вот. Поэтому я надеюсь, я очень надеюсь, что Марат и Валид дойдут до определенной точки, скажем так, до определенной точки невозврата или возврата, как это сказать правильно, до своей логической точки, скажем так, да, что они скажут, да, это или конкретный объект ковчегной, или же мы когда-то как-то ошиблись где-то, да? Вот. Поэтому нормально все. Так, вот смотри. Вот везде, вот это все. И ты видишь кислород, про который говорят? Мгм. Вот. Поэтому я тебе рассказывал про 400-метровый, 400-метровый пещеру. Соответственно, я уже не удивляюсь, потому что... Здесь, кстати, легко дышится. Да, да. Но я вот чувствую в носу как бы щекочет и в горле першение такое. Но это уже от Может сырости. быть, может быть, да. Это от сырости. Тут в любом случае сырость. Вот ты уже замечаешь, когда наступаешь, ты уже тут трогаешь глинистая камень. такая поверхность. Да, когда трогаешь камень, то это уже идет сырость. Так что будем наблюдать. Будем наблюдать. Да. Так, все, в принципе, вот это и все. Это есть и предел этой пещеры. Вот на кабеле, смотри. На кабеле тут очень мокрый вот и кабель. Ну тут конденсат есть, да. Да. Конденсат есть. Вот, ну, Температура непонятна, кстати, здесь не очень холодно. Да, не холодно, не жарко. Когда я на своем канале показывал вот такие пятна, Мгм. вот такие пятна, мне сказали, нет, это не те камни. Я не знаю, те или не те, но в моих глазах они одно и то же. Так, все. Леонид, поднимаемся? Да, поднимаемся. Все. Идем наверх по чуть-чуть. В эту сторону тоже, да? Жука нашел, а? Вот эту сторону мы видели. Да, да, видели. Вот смотри, вот сюда спускается ведро. Мгм. Кстати, вот тут много Набирается. жуков. Вот смотри, вот этих жуков тут много. Вот сюда спускается ведро, Ага. грузит И камни, и поднимается там лебедком лебедкой. вверх, да. Вот. Так что система Система Ниппель. функционирует. Да. Система Ниппель. Все, поднимаемся. Тут, кстати, вот очень много вот этих жуков.
Поднимаешься? Да. Давай. Вот этот плесень, это... Мне сказали, что руками даже его трогать опасно. Да, тот участок лучше пройти, им даже Да. дышать, я не знаю, наверное, не очень хорошо. Так. Вот ступеньки. Опа. Подземный Да. человек, Как заново на свет родился. пещерный человек поднялся. Там внутри вот такая погода. На улице у нас тут. Голубое небо. Да. О. Все. Мы наружу. Как спустимся ниже, мы у Валида будем поинтересуемся, сколько метров, как вот этот тоннель. И все. Вот смотри, вот эта лебедка, ведро, и так они поднимают. Но тут нужен помощник, одному это очень Нет, конечно. невозможно даже вот в эту глубину подниматься за одного ведро. Порода вся слоеная. Вот, помнишь, я тебе показывал? Сюда, по пути сюда. Вот так вот. Да. Работа, конечно, глобальная. Все. Все. А ты море, да? О, смотрите, Анвар пришел на помощь Да. коллеге, да, по Ниву. И все, мы поменяли колесо. Теперь остается поехать, починить и Да, вернуть и колесо вернуть. хозяину. Дело за Всё. малым. Да. Едем. Уже Вторая попытка. вторая попытка добраться до предполагаемого, так называемого Нового Ковчега в Чечне. Анвар же его звали. Да. Слава Аллаху, что нам попался брат Анвар. Он пришел на помощь, дал нам запаску. Ситуация разрешилась. Да, разрешили ситуацию. Теперь остается поехать туда, где у нас вулканизация, шиномонтажка, сделать колесо и вернуться обратно вот на этот объект, вернуть колесо. А ближайшая шиномонтажка у нас где-то километров около 100 будет. Ну, введено. Все, надеюсь, я сегодня найдусь. Все, поднимаемся туда, попрощаемся, делаем фотку на память, да? Да, И все. Едем тогда обратно. Так, друзья, вы не поверите, да? Короче, у нас спустилось одно колесо, Анвар нас спас. И на обратном пути, говорите, вот, второе колесо спустилось. О, Вот такая красота. красота у нас, вот такая. Прямо нормальная. Да. Вид хороший, да, колеса? Чеченские горы, острые Да. камни.
Короче, все нормально. Все идет по плану. Ну, брат, Леонид, вот скажи что-нибудь А про чеченские горы? про наши колеса. Колеса. Это не мы, это колеса Вот, плохие. да. Ну, вот сейчас Руслан зашел к своему знакомому, тут Нева. Сейчас посмотрим, у него запаска есть или нет. давно заметил, что это Давно. А, насчет колеса? Я давно подозревал, но все равно я... На Ниве Приехал бывает бы. сзади, когда пробиваешь, не сразу понимаешь, что пробили. Да, поэтому я ощущал это все, но Но надеялся на лучшее, да? да. Но все равно я бы вот приехал бы вот на этом колесе, все равно приехал бы. О, Руслан нашел вторую запаску. Руслан, будем по дороге собирать колеса, но... Магар майорите. Дерю, вот ишь. Вторая серия художественного фильма. Да, Второе Всё. колесо. В Чечне можно разжиться колесами. да. В беде не бросят. Ну да. Красавчик. Какой ты большой. 7 месяцев. Семейство ему? Да. Малыш еще. Все. Вкусняк у меня нету. Вкусняк у меня нету. А то ну kalır da kalır mı derler. А? Ага, ага. О, хозяин. О, слушайте, алейкум салам. Вот. Видна машина появилась. А мы колеса меняем, да? Второе поменяли. За один выезд два колеса. Одно по дороге туда, другое по дороге Обратно. Ну, чтобы не обидно было. Равновесие. Да. Все. Большой баркала Руслану, который там сзади сидит. Два раза одновременно помог. Сразу же. На месте. Все. Поедем вниз, сделаем колеса и вернем хозяевам свои колеса. Да, вот. Сейчас довезем брата до своей машины и Да, на на вот той ним. стороне остановились. И отправим брата в добрый путь дальше. Дальнейшее скитание. Да, бороздить просторы Чеченской Республики. От души. Все, О, Влад. Короче, дорогу понял, да, что я объяснил? Да, дорогу понял. Но сегодня мы, наверное, по асфальту на выезд. В следующий раз, наверное, ту дорогу Смотри. проедем. Уже теперь я на Нахчикилой, на Шарой, в Аргунское ущелье съездим. Накатались Так. прямо в этом году от души. Мы прямо с перевыполнением плана. Так, друзья, брата Леонида привезли на место, Да. передали бортпроводнику. Все, надежные руки передали. И теперь все. Спасибо вам, что вы нашли время, а то он так ждал встречи с Ибрагимом. Да. Мне очень приятно было И его очень увидеть. хотел вот на эти раскопки он попасть. Да, как раз спустились таки в попали. шахту, Да, все, да. Ну хорошо. посмотрели. Все, Все, большой привет Тогда- семье, до новых встреч, мы не прощаемся. Обязательно. Еще к вам приедем. все, друзья, тогда эту встречу мы заканчиваем. Да, спасибо Всё. большое, Баркала, ребята. И ждем тебя снова в гости. Обязательно. И мимо меня не проезжай. Всё, Будешь в обязательно. тех местах. Давай, Я готов. До свидания. Давай, до свидания. Всего Счастливого привет пути. семье. Обязательно. Приятного вам дальше отдыха. До свидания. Да, давайте. Всё. Все, давайте. Да-да. Так. Все.